С кабины и с помощью выносной катушки. То есть с той стороны у нас подцепляется кабель. Экскурсия для подрастающего поколения с возможностью примерить все на себе. Начинается с осмотра и инструкции к единице боевой техники. Передовые экземпляры военной техники артиллерийского вооружения. Ураган, Тюльпан, Мста-С и многое другое. Все это развернулось на территории войсковой части в Троицкой. Будущих защитников Отечества из Ингушетии знакомят с военной техникой, перечисляя характеристики боевых машин. Ощутить мощь и прикоснуться к чуду инженерной науки собрались все желающие. А самым интересным экземпляром стал 2С-19 М2 17 года выпуска. Новая сверхмашина испытывалась на полигонах Сирии. Минимальная дальность стрельбы 6,5 километров, максимальная дальность стрельбы 29,5 километров. Лошадиные силы, у нее 780 лошадиных сил. Максимальная масса 42 тонны. Соответственно, преимущество этой самоходной гаубицы в том, что она оснащена бортовыми компьютерами. К примеру, механик-водитель может закрыться и уже передвигаться по бортовому компьютеру. Такие машины очень удивляют, когда видишь их не через телевизор, а вживую. Их военная мощь начинает удивлять с первого момента того, как их увидел, и начинается ощущение того, что находишься под защитой. Следующая часть программной встречи – знакомство со стрелковым оружием вооруженных сил России. Это один из самых увлекательных моментов для будущих призывников. Испокон веков ингуши славились искусным владением холодным и стрелковым оружием, а любовь всего мира к самому популярному виду штурмовой винтовки – автомату Калашникова – превратил показ в короткое шоу по его неполной сборке и разборке. أكاسوسم سون خزاخات ويش автомат أكاسوسم أخذش كل يعتقد وشي автомат обычно часто разбирать понедельник первый ракет обижу. Ну и как же не погрузиться в быт солдата, не пройдясь по казарме? Спальные помещения, комнаты досуга и тренажерный зал. В каждом кубрике имеется по 16 кроватей. Комнату досуга можно сравнить с домашней гостиной. Здесь игровая зона, телевизор и мягкие диванчики. Тренажерка, кстати, имеет свою боксерскую грушу. Большую часть времени проводится, разумеется, в казармах, где созданы в кубриках, в спальных помещениях все условия для житья солдат. А насколько комфортны эти условия? Ну, солдаты не жалуются, у нас все хорошо, конкретно в кубриках. Порядок они наводят сами, поэтому никаких вопросов с этим нету. Подушки, кровати, все удобно, все создано для людей, разумеется. Сердцем всего полка является столовая. Война войной, а обед по расписанию. Такое просвещение в военном деле для будущих защитников Родины, пожалуй, самый наглядный и запоминающийся момент. Многие уже хотят остаться, а другие строят планы о военной карьере. Сегодняшний день открыл для нас огромное количество новых вещей и показал нам много новинок, которые мы раньше не видели. И, возможно, из-за этого дня у нас возникнет такое желание пойти в армию. Было впечатляюще, было много удивлений, там техника военная, как там проживают военнослужащие, контрактники. Сегодняшнее мероприятие посвящено акции «Родину защищать». Всероссийское воинское просвещение идет в стране с начала 2016 и продлится до 2020 года. Для чего делается акция? Для того, чтобы ознакомить этих ребят с военной службой военнослужащих, чтобы у них был стимул к поступлению в высшее военное учебное заведение и ознакомление их с бытом, жизнью военнослужащих. Такие мероприятия воспитывают детей в духе патриотизма и учат уважать детей, защищающих наше Отечество. Организаторы стараются подробно знакомить молодежь с военным бытом для предварительного приобщения их к боевому уставу. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.